Керамика – древнейшая из ремесел. Она сопровождает человека с тех пор, как мифологический Прометей подарил людям огонь и научил его укрощать. Самые старые предметы из керамики археологи относят еще к эпохе неолита. И, конечно, за несколько тысячелетий это ремесло превратилось в настоящее искусство. Считалось, что возникновение керамики напрямую связано с переходом человека к оседлому образу жизни. У людей не то чтобы стало меньше работы, но все-таки появилось время для творчества. Так, древнейший предмет из обожженной глины с небольшими вкраплениями органического материала, Вестоницкая Венера, датируется 29-25 тысячелетиями до нашей эры. При томографическом исследовании на статуэтке нашли древний отпечаток детской руки, оставленный еще перед обжигом. Фигурку нашли члены археологической группы Эммануэль Дания и Йозеф Сейдл под руководством профессора Карла Апсалона, который с удивлением отмечал, что древние люди тех мест отличались достаточно высоким уровнем культуры, о которой ранее никто не знал. Подтверждением того являются не только с большим старанием изготовленные инструменты, но также работы живописные, скульптурные и гончарные. Так сложилось как-то по жизни, что мне ближе тема древних культур, которые существовали на этой земле, где я живу, и хотелось бы понять. Сергей Евгеньевич Ануфриев, художник декоративно-прикладного искусства, керамика, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств. Родился в городе Томске. Учился в Красноярском государственном художественном институте. Участник российских и международных выставок. Живет и работает в Красноярске. Как вчера на гончарном. Я, например, привык перекачали. Она, даже если берете кусочки разные по плотности, во время перекачивания она перемешивается, получается однородная. Поездив по разным симпозиумам в Европе и в Америке, мне почему-то все-таки ближе всего не какой-то авангард в искусстве, а именно та историческая часть той территории, где ты живешь. Люди же жили, они же общались с солнцем, общались с природой. Для них жизнь – это был какой-то процесс. Понимание этого, может, как продолжение сегодняшнего дня, и обращение к древним культурам, может быть, это низкий поклон тем нашим предкам. Может быть, они жили в большей радости и большем согласии с природой, чем мы. Человек ощущал себя частью природы, такой же естественной, как все остальные. Может быть, сейчас мы немножко от этого отошли. И мне хотелось бы, чтобы те исторические факты и археологические находки, которые есть в том числе на вашей земле, а она уникальная, да, чтобы как-то люди смогли оценить свое сегодняшнее существование на этой земле. Женская фигурка Вестоницкой Венеры, высота которой всего чуть более 11 сантиметров, хоть и не является единственным или самым старым примером искусства древних людей, но она в своем роде перевернула сознание керамистов всего мира и стала образцом для творчества, где требуется смешивание и вкрапление органических материалов. Керамисты Якутии также не остались в стороне, с большим энтузиазмом экспериментируя и воплощая свои идеи в жизнь. Более того, природный материал, которого в республике, как оказалось, очень много, вдохновил творцов на большие перспективы. Он очень долго набирает температуру. Так, впервые в туристическом комплексе «Усадьба Атласовых» Якутское художественное училище имени Романова совместно с Институтом физико-технических проблем Севера имени Ларионова провели первый фестиваль якутской керамики, посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства.
Целью данного проекта было изучение и исследование искусства керамики Сибири, Дальнего Востока и Якутии с древних времен. Особое внимание уделялось возрождению старого керамического искусства в республике, выявлению сходства и различий физико-химических свойств керамики в древности и современности, а также анализ технологий изготовления, способов обжига. Я себе скопировала. У вас местных глин не то что одна, и она какая-то такая или там не такая. А у вас там порядка 20 месторождений, и они все разные. И одна, допустим, глина подходит вот для гончарной техники, а другая глина, если ее правильно приготовить, там, для отливки в гипсовой форме. Если их там смешивать в разных комбинациях, еще масса вариантов пластичности или каких-то декоративных свойств или цвета. От белых до черных. И белые, там, желтые, оранжевые, коричневые и черные. То есть даже палитра цветовая. Выбирай, что тебе вот нужно для твоей там творческой идеи. Пожалуйста, все есть. Изучали все варианты глин. Мы знаем теперь, это где какая глина есть в республике, какой его состав и какие эти результаты можно получить, да, и какие материалы можно сделать из них. Да. Керамика – это очень благодарный материал. Это просто такое огромное поле для исследований. Это целая химия, целая магия создания изделий. Это очень интересно. Для меня это было таким небольшим открытием, потому что в керамике нет границ. Керамика действительно очень близко к человеку, потому что это земля, а, как говорится, там, человек сделан из глины, Бог создал из земли. Там. И если керамика действительно проходит все эти 4 стадии такие. Сначала земля, потом водой все сглаживаешь так, и после этого сушится на воздухе, и после этого обжигается в печке. И это действительно близко к человеку, потому что человек тоже проходит все 4 стадии, и глина тоже. Идея этого проекта вот это соединение всех 4 стихий, да, воды, земли, воздуха и огня. Мы поклоняемся огню, солнцу, небу, и вот это все основы жизни, да. И плюс еще человеческая рука и мысли человека, воплощенные в произведениях ребят. Ребятам было очень интересно, да. Очень интересно, у них глаза горят, и все преподаватели, и другие специалисты, ювелиры, и косторезы и так далее, все пробовали глины, да, на гончарном круге. Когда кружится глина на гончарном круге, руки мастера ласково обнимают ее и направляют. Вот уже вырисовываются плавные очертания кувшина. Волшебство, да и только. Невозможно оторвать взгляда от этого завораживающего действия, когда кусок обычной глины в умелых руках превращается в настоящее произведение искусства. Изучение мирового искусства непременно начинается с керамики, которая может сохраняться в земле не 1000 лет. Можно преподавать керамику, но нужно знать, что есть в мире технологии, древние технологии, которые дают настоящую керамику. Не просто керамику, которая как пряник. Ну, красиво вроде, но она не крепкая. А настоящая керамика, которая спекается до камня. И она может существовать в экстерьере, ее найдут через 1000 лет, и она никак не изменится. И это дает возможность только вот технологии обжига, и самой лучшей из которых является дровяной обжиг. Во время пленерной практики наши студенты совместно с усадьбой Атласовых восстановили печь.
Это печь азиатская, корейская, японская печь 18 века по чертежам. Директор попросил, чтобы я прислал старые чертежи. И у меня есть такая книга печей, где все типы печей, которые только существуют в природе, они все описаны с чертежами. И Кирилл Петрович прислал. Они звонкими, чем выше, если пек хороший, звон колокольный идет. 1100 градусов для этой глины, она должна у вас звенеть вообще как стекло. Да. Я же вот так делал, да. Тут и потом вниз отсюда. Все правильно. Ну, я даже не ожидал, что они сделают сразу не то, что маленькую, пробную, они сразу сделали трехкамерную. В этой печке, я думаю, что будет самый такой настоящий обжиг керамики, причем точно от Урала до Дальнего Востока ни у кого такой печки нет, а у вас есть. Я чему больше всего поражаюсь? Пришла идея, ее тут же исполнили. Спектрометром измеряли пламя, да, сколько в первой топке, второй топке, и вот это мы записываем все. Спектрометр на расстоянии измеряется, да, температура, да. Огонь, пламя будет творить, да, продолжать мысли художника, мастера, да. Если быстро набирать температуру, то все, что внутри печки, может просто полопаться из-за резкого перепада. То есть керамика, она должна на медленном огне нагреваться, обжигаться и также медленно остывать. Тогда она будет прочная, и она будет красивая, и она будет такая настоящая. Вот это самый настоящий древний обжиг керамики. Будем вытаскивать это термометрные показатели пирамидки, да, наши, которые установлены были в камере номер 2. И вот они вот согнулись, да. Это значит, что это достаточно для керамики обжига. Получили температуру, да, 1150 градусов примерно. Это первый эксперимент, первый опыт. Из глины получается материал в 4 раза тверже, чем бетон. В испытаниях она такие показатели дают. Института физтехпроблем, да. Температура в большом градусе 700-800 градусов хорошо поднялся. Вот первую камеру у нас получилось 700 градусов, маленькая градусова. А на большом градусе это 960. Из огня вот выходят разные фактуры, узоры, и они хорошо обжигаются, что звучит. Я уверен, могу сказать, что с нашей местной керамикой можно не только вот художественную бытовую керамику, да, можно вот сосуды вот уже пользования, да, вот микроволновку положить. Можно строительный материал делать, да, очень крепкую даже. Ну вот по техническим характеристикам, на шлаководах, скажем, 7,5 мегапаскаль, да, у нас керамика получается 300 мегапаскаль, 50 мегапаскаль, 80 мегапаскаль. Это состав, это все полностью натурально, и это наше сырье получается, да. Задумываемся, что это нарисовать и изобрести это для наружной отделки зданий, сооружений, красивые отделочные плитки. Вот поэтому у нас творческое направление в результате нашей экспедиции расширяется. Да. Есть возможность, что это садово-парковые скульптуры можно делать, больших форм, да. Объем очень большой, достаточно, и комбинированные большие вещи можно ставить. Кроме глины, да, еще и
можно получить в этих печах эсмальту, да, это смесь глины, пигментов и стекла, да. И стекло можно растворить, и стеклянные произведения можно здесь получить, да, растворенные цветные стекла, да, можно обжечь. Поэтому возможности открываются для творчества, да, безграничные. Первая печка в Якутии это сделали, да, вот это очень здорово, в том плане, что это как бы начало как бы возрождение керамики, да. Ну, считая с 19 века, да, мы уже перестали вот это пользоваться, вот с обихода все это все, и постепенно вот эта керамика у нас получается как сувенирное производство. И это с корнем совсем неправильно, потому что керамика обладает своей лечебной свойством, да. Печку положили и получили керамику. Это совсем не так, потому что там очень много физико-химических процессов происходит, да, который может улучшить керамику или хуже делать. Ну, вот это нужно изучать с корня, да. И мы в фестивалях проблем Севера вот уже начали вот эту тему керамики с местного сырья. Керамика, да, вот, ну, глина сам по себе, да, получается очень много у него минералов и кристаллов, да. Вот. И вот везде, вот Вернадский даже писал, вот нужно вот истоки жизни там посмотреть. Я вот в этом направлении тоже работаю, да, вот, и я с уверенностью сейчас могу сказать, да, вот, если, например, да, органическое вещество, например, вода, да, например, будет контактировать с водой и начинается там структурироваться. А что такое структурированная вода? Структурированная вода – это вот наш вот сами вот организм получается, да. И то, что мы сейчас пьем воду обычно, да, это уже мертвая вода. А если туда положить вот на керамический сосуд выдержать, да, вот это, он уже обладает антиоксидантным свойством и вот начинает помогать человеку. Существует даже поверье, что керамическая посуда способствует освобождению ее владельцев от негативной отрицательной энергии, а взамен отдает позитивную, которая накоплена глиной за тысячелетия от все тех же земли, воды, воздуха и солнца. Поскольку в керамике соединены все 4 стихии, гончар издревле был под покровительством высших сил. В далекие времена могущественные боги спустились на землю и научили первых людей гончарному ремеслу. И самого человека Бог создал из куска глины и вдохнул в него священную жизнь. Это чисто ангинская, волгурская, по-моему, глина была. Ну да, мангус, это мастера. Древнейшие виды керамики – это прежде всего разнообразные сосуды. Однако первоначально керамика формовалась вручную. Самые ранние сосуды выполнялись в технике жгута. Тот метод, которым я сделала горшок, называется жгутирование. Это берутся, раскатываются равномерные колбаски такие, и они как жгутами накладываются ободки. Потом это все размазывается и приглаживается, чтобы стенки были равномерными. Глиняные колбаски по спирали закручивались вокруг основания. В Японии, кстати, до сих пор подобным методом изготавливают элитную ручную посуду для чайных церемоний. Позже бытовая керамика разными способами облагораживалась. Наносился рельеф штамповкой, прочерчиванием, налепными элементами. Сосуды получали разную окраску в зависимости от способа обжига. Их могли окрашивать или разрисовывать орнаментом, покрывать глянцевым слоем или цветной глазурью. А это я задумывала как конфетницу или сахарницу. Здесь такая съемная ручка. Шов сам, который соединяет руку, и вот декор сам на этой вазе, он скрывается таким вот браслетом. Здесь это видно все. Я сейчас нахожусь на этапе именно шлифовки и обработки изделия. Сперва я сделала вазу без крышки, вот эту обычную. И потом уже начала постепенно делать декор, прилеплять, выкапывать. Там внутри должно быть пусто, чтобы оно быстрее сохло и равномерней сохло. Если оно там будет неравномерно распределено, то, конечно же, это все даст трещину. Потом уже приступила к крышке, слепила крышку и начала лепить руку по своей модели.
когда я сидела в телефоне, смотрела, какие животные можно сделать, я увидела осетра и решила сделать его. Я думала, он у меня будет побольше, но он начал уменьшаться. И по идее он должен был быть для жаркого там, ну, для сладости можно теперь маленький такой. И может быть и кормится, думаю, там, для осетра как раз. Я сначала делала разные эскизы. Сначала были формы растительные, но потом я остановилась на вот этом эскизе, потому что она более форменная, красивая. И на нее можно положить очень много декора. И здесь я, возможно, добавлю, может, кролика, что лиса будет гоняться за ним. Это будет отдельная история этого сосуда. Ну, мы керамику открыли 5 лет назад. В прошлом году состоялся первый выпуск. Да. И вот заинтересовались этой специальностью, очень долго сомневались, потом открыли. Оказалось, что это вызвало интерес. Да. В прошлый раз я сделала кружку, а там внутри был рот открытый. И все охали и ахали, когда заглядывали в эту кружку. Было жутко, сказали. Но все-таки это вызвало хоть какие-то эмоции, меня это радует. То, что земля, вода, огонь, это же стихии, которые нас окружают. Это то, что человеку изначально близко по душе. Потом в результате же получаются вещи, которые не только, допустим, несут эстетическую какую-то основу. Как раз очень много функциональной керамики. Это то, что мы каждый день используем в своей жизни. Там чашки, тарелки, вазы, какие-то там вещи. Я думаю, что это самое близкое человеку из всех изобразительных видов искусств. Фестиваль керамики собрал и объединил в этноусадьбе мастеров прикладного искусства, юных художников, любителей керамики, студентов художественного училища. Все получили колоссальный опыт, а по итогам выставки победители получили свои награды в разных номинациях и направлениях. Но мы с Сергеем Евгеньевичем и Василием Николаевичем Атласовым задумываемся, что тут рядом поставить современную газовую. Природный газ, оказывается, да, быстро хорошую температуру дает, да, и эффективно. Вот дровяная печь и газовая печь, да, они совместно, когда идут, да, вот на такие фестивали с охотой идут все мастера мира. У нас созрело в результате этой экспедиции, да, с Сергеем Евгеньевичем Ануфриевым, что в будущем году или когда, как получится, мы тут созвать фестиваль керамики Сибири и Дальнего Востока. Да. Все есть. Природа замечательная, люди фантастические. Проекты делают, задумали и сделали. Глина вот под ногами, песка сколько хочешь. То есть ничего не надо придумывать. Остается только приглашать к себе гостей. Пусть они вместе порадуются, поработать вместе, сделать там совместную выставку. Пусть все задуманное якутскими керамистами сбудется, ведь керамика – один из видов народных художественных промыслов, который занимает видное место в прикладном искусстве. Оно предстает перед нами как сложное, но богатое по своим декоративным возможностям и глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. Пусть оно сохраняется и процветает, не утрачивая своей индивидуальности и рукотворности, где главенствуют мастерство и воображение человека.